Сегодня говорим с Айдером Азаматовым, адвокатом по делу первого заместителя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джелялова и братьев, двоюродных братьев Ахтема и Асана, Азиза и Асана Ахтемов, это двоюродные братья, все втроем они проходят по делу о террористах, которые решили после саммита Крымской платформы почему-то взорвать трубу в селе Перевальное. Сегодня выступали секретные свидетели Бышевец Небиев, тоже один из свидетелей, он покинул Крым еще в сентябре прошлого года. И Айдар Азаматов, адвокат, нам расскажет более подробно о свидетельских показаниях засекреченных свидетелей. Вам слово, Айдар Бей. Да, сегодня в Верховном суде Крыма был очередной процесс. Планировался допрос одного из ключевых свидетелей, это Эрфана Небиева, который занимался перевозками людей, и по версии следствия он как раз-таки привез дважды посылки, в которых по версии следствия находятся элементы взрывчатых веществ, с помощью которых, опять же по версии следствия, была подорвана труба газовая в селе Перевальное. Однако государственное обвинение не может обеспечить явку. Был представлен ответ из Покаранного управления Крыма о том, что этот свидетель выехал еще в сентябре 2021 года из Крыма, неизвестно, где его местонахождение, и заявил ходатайство, чтобы огласили его показания. В чем тайность этих свидетелей, если как минимум известны их фамилии, этих свидетелей? Нет, это не тайны. Тайны — это Бышевец. Я объясню, почему важен был Небиев. Небиев очень важен с какой стороны. Он, по версии следствия, привез две посылки. Однако мы видели видео на прошлом судебном заседании. Действительно, у него там очень много всяких пакетов, он там раскрывает, показывает, но там нету тех предметов, тех продуктов, о которых следствие говорит в своем обвинении, там, что сыр, головка сыра, там, большим объемом, на видео нету. И мы хотели узнать от самого Небиева вообще в этом сыре, где он его взял, откуда он его вез, кто ему передал, это все. Вот это вот хотели выяснить. Но его сегодня не было и, скорее всего, больше не будет, он выехал. И огласили его показания. Но мы возражали, потому что по закону должно быть исчерпание. В этом случае исчерпания нет в каком плане. Нет ответа из Федеральной службы пограничной. Потому что крымская граница, может быть, этот человек заехал совсем с другой границы обратно в Крым и находится в Крыму. То есть этого сделано не было. Но, несмотря на это, огласили. Потом допрашивали скрытого тайного так называемого свидетеля под псевдонимом Бышевец. Он вообще, как говорится, нес полный бред, когда давал показания. И даже стоит отметить, на одного из адвокатов Асана Ахтемова, он прям обратился и сказал, что вы, наверное, член Меджлиса. Но адвокат этот никогда в жизни не был ни членом Меджлиса, вообще близко не имеет отношения. То есть вот такое вот отношение к адвокатам, да, то есть если человек участвует в защите лица, который имеет отношение к Меджлису, значит адвокат тоже из Меджлиса. Но к сути его допроса, он говорил, что на каком-то из мероприятий при встрече с Нариманом Джеляловым он переубеждал Наримана Джелялова, чтобы Нариман Джелялов отказался от нацистских высказываний, сейчас процитирую, которые звучали так: «Аллаху Акбар». То есть вы понимаете, да, конечно, что это за свидетель? Пятикратно в том же у Эмирали Эфенди в Кибирджами, как минимум, это звучит, поэтому нацистские высказывания присущи всем, кто исповедует ислам, я так понимаю.
Так даже в мире проживает более миллиарда мусульман, которые в любом случае... Которые являются нацистами. Упоминают эти слова «Аллаху Акбар», которые переводятся «Аллах велик», но этот свидетель, оказывается, при встрече с Нариманом убеждал его, чтобы отказывались от таких нацистских высказываний. То есть мы уже понимаем, что это за свидетель и какое вообще он отношение имеет к делу. То есть, по идее, он вообще никакого отношения не имеет к этому делу. То есть его где-то нашли и заставили, наверное, дать показания. Ну и два других свидетеля, это Адаманов и Усинов, их тоже не смогли доставить, и суд распорядился, чтобы все-таки их отыскали, ну и обеспечили их явку. Ну и сегодня день рождения Наримана Джилялова, ему 42 года исполнилось. Да, мы видели пост Левизы Джилял, его жены, и мы присоединяемся к поздравлениям, которые сегодня были в Фейсбуке. И сегодня был ифтар в честь дня рождения. Я там был, и мы провели этот день без Наримана, конечно, но я думаю, что в ближайшее время Нариман Джилялов обретет свободу и все-таки будет свободен, как и все другие политические узники. Эльдар Заматов, адвокат по политическим делам, в данном случае по делу первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джилялова и братьев Асана и Азиза Ахтемовых, двоюродных братьев, которые вместе с Нариманом Джилялом в ночь с 3 на 4 сентября исчезли из своих домов, были обнаружены в здании, если не ошибаюсь, ФСБ в Симферополе, были обвинены в причастности к террористической организации, единственным делом которой было взрыв или попытка взрыва трубы в селе Перевальное под Симферополем. Вот такой вот терроризм развивается в Крыму после саммитов Крымской платформы, которые заявляют о мирном освобождении Крыма и реинтеграции оккупированных территорий обратно в Украину. Сагул Масайдер.